Сегодня мы вам покажем мастер-класс по мокрому валянию войлока. Вот для того, чтобы произвести раскладку, нужно оторвать пасмочки. Пасмочки отрываются, смотрите, слегка придерживая рукой на расстояние немножечко. С одной стороны пасмочка более имеет тупой конец, с другой стороны более диффузный, пушистый. Для того, чтобы край у нас был ровный, мы более широкой стороной раскладываем к краю изделия, а диффузный, пушистый внутрь изделия. Вот сейчас мы разложим первый ряд у первого слоя, и потом уже будем второй ряд раскладывать. Сейчас у нас получается самый последний идет ряд. Мы его делаем тупым концом к краю, для того, чтобы этот край был опять ровный. Обратите внимание, как опять выкладывается второй слой, перпендикулярно к первому еще раз. Время от времени рукой проверяем толщину изделия, ровную, чтобы толщина на всем изделии. Вот у нас уже идет закладка последнего слоя горизонтального. Обратите внимание опять, что у нас более тупыми кончиками закладывается край. Таким образом у нас край получается ровный. Вот у нас кусочки цветной шерсти, и мы из этой цветной шерсти уже вырезаем декор. Вот сейчас нужно так смочить шерсть, чтобы она полностью пропиталась водой. За счет горячей воды и мыла у нас волосики сцепляются друг с другом, переплетаются. И вот за счет этого получается у нас войлок. Очень аккуратно снимаем сеточку. Вот она. И теперь уже сюда выкладываем декор. Вот мы сейчас вот такие цветные детальки уже вырезали. И будем уже выкладывать декор. Сначала располагайте по композиции крупные детали, основные. Потом добавляйте мелкий декор. Недостающие мелкие детали вырезаем. Накрываем сеточкой и еще раз смачиваем. Вот такими вот движениями, сначала очень нежными, почти не сдвигая весь декор и шерсть, мы приваливаем. Постепенно движения должны быть более энергичные. В местах, где у нас выложен декор, нужно посильнее сваливать. Вот один этап у нас уже прошел. Теперь для того, чтобы быстрее все свалялось, края обязательно разравнивайте, чтобы они не загибались. И наматываем на скалку или на деревянную какую-нибудь палочку. Пока катаем через сетку, потому что еще у нас такого сильного сцепления нет. Выравниваем все, потому что там, где загнется, оно может приваляться у нас. Время от времени нужно будет открывать сеточку для того, чтобы у нас не произошло приваливание к сетке. Сейчас мы проверим, как у нас привалялось. Вот таким образом. Нет, еще нужно валять. Теперь нужно перевернуть на другую сторону и валять с другой стороны. Для этого сеткой мы переворачиваем изделие. Время от времени тоже нужно будет немножко согревать войлок. Горячая вода дает еще большую усадку, и волокна между собой лучше сцепляются. Если у нас опять лишняя вода или мыло, мы просто берем, накладываем полотенце, сухое, старое какое-то, махровое, может быть, и вот так вот убираем воду. Если у нас очень сильно поднималось, то сейчас есть, немножечко отрывается, но уже не в такой степени. Когда переворачиваете, будьте аккуратны, чтобы у вас не съехало ничего. Особенно в начале работы, когда войлок еще неустойчивый. Проверяйте через какое-то время, через 15
чтобы к сеточке войлок не привалялся. Проверяем. Вот смотрите, декор у нас уже начинает приваливаться. Вот он, видите, края не поднимаются, не отрываются. Раскладываем полотенце или любую другую тряпку, которая довольно-таки хорошо впитывает. Вот. Сначала начинаем вот такими движениями прокатывать по рукам, да, по кистям рук, но нежно, немного надавливая, минут 15-10. И чем дальше катаете, тем сильнее нажимаете, интенсивнее. Прокатать нужно все 4 стороны. Плюс у нас нужно прокатать еще и лицевую сторону, и изнаночную. Начинать нужно прокатывать лучше с изнаночной стороны. Посмотрите, вот у нас изделие уже усадилось хорошо, сцепилось хорошо, и оно уже размер свой меняет, становится меньше. Шерсть садится, уплотняется. Проливаем края, потому что они у нас немножечко тонкие. Валяем края. Выжимаем немножечко. Теперь уже не так страшно выжимать, потому что оно у нас превращается в полотно, войлок. Расправляем края. Там, где у нас получился вот такой вот край, можно чуть потихонечку подтянуть. Чуть-чуть. Опять поливаем кипятком, чтобы изделие было прогрето у нас. И прокатываем рубелем. Прежде чем что-то делать, какое-то изделие, которое требует какого-то своего размера, обязательно нужно свалять образец. Образец из этой шерсти, с которой вы будете валять. Согревается изделие горячей воды в конце. Мы его жамкаем, немножко вот так жамкаем, трем, чтобы уплотнить. Последний этап, который мы делаем, это вот у нас получается, мы бросаем об стол. Если у нас тонкое изделие, мы сначала бросаем очень нежно, потихонечку. Если у нас плотное изделие уже, толстое, то мы не боимся и как тесто месим и бросаем его об стол. И оно уже усаживается еще сильнее и уплотняется. После завершения работы мы уже можем изделие прополоскать в горячей холодной воде от мыла, расправить и оставить сушить. Изделие готово. Вот это вот у нас как материал получился уже. Это уже не отдельная шерсть.